Кино, попкорн, и мы сидим с Настей. А что это за фильм? Какой-то ужасный? Не, это блокбастер, все перемешано. Крепкий орешек, бюджет просто бешеный. Кто этот лысый? В него бы я влюбилась. Ну ты размечталась. Это же Брюс Уиллис. Он главный герой и не потерпит насмешки. По фильму у него самые крепкие орешки. Я не знаю, что мне делать с этой бедою. Покорил меня орешек с лысой головою. Ах, какой красивый нос и взгляд у него едкий. Мой мужчина, мой герой, мой орешек крепкий. Окей, специально для Насти рассказываю все, что было прямо с первой части. Брюс Уиллис — это Джон Маклейн, он полицейский. Большой стаж работы и опыт житейский. Короче, террористы захватили здание. Для Джона Маклейна это новое задание. Увидел он среди заложников в плену Свою сестру? нет, свою бывшую жену. А кто ж не хотел бы спасти свою бывшую? И главного злодея сбросил Джон с крыши. Но во второй части вернулся его брат. Захватил аэропорт десятком ребят. Но Джон, хотя и невысокого роста, но супергерой еще 90-х. Крутился в крови, как в сметане пельмешки. Ведь побеждают те, у кого крепкие орешки. Я не знаю, что мне делать с этой бедою. Покорил меня орешек с лысой головою. Ах, какой красивый нос и взгляд у него едкий. Мой мужчина, мой герой, мой орешек крепкий. А в третьей части Джон стал городским спасателем. Боролся он, Настя, с психом-взрывателем. Что, погибли люди? Как ты догадалась? Но если Джон жив, то надежда осталась. Он даже попал в черный квартал. Абсолютно голый, от негров убегал. И что случилось с ним? Тут главное не мешкать, если дороги тебе крепкие орешки. Но Брюс, то есть Джон, парень непростой. Он победит злодеев, даже лысый и босой. Ведь он не какой-нибудь базарный жлоб. Он гордость страны, он американский коп. И я уверен, что у нас в стране такие парни есть. И на обеих руках таких не перечесть. Вот так выходят в дамки простые пешки, но только